Вот мы в Сыктывдинском районе, а через пару шагов на территории, которую в перспективе можно назвать частью Сыктывкара. Вообще с поселком Верхний Мартыю сейчас немало путаницы. В соответствии с республиканскими законами в административном подчинении он находится именно у города. А вот относительно картографического описания границы это все-таки соседний район. Вопрос с присоединением решается уже на протяжении нескольких лет. И кажется, сейчас точки все-таки будут расставлены над «и». И жители Мартыю, не выходя из собственных домов, переедут в Сыктывкар. Ошибку в определении принадлежности поселка еще 4 года назад выявил территориальный фонд информации. Странная нарисовалась картина. Прописка у местных жителей городская, а вся бумажная волокита проходит через районную администрацию в Выльграде. К примеру, трудности возникали с приватизацией жилья и индивидуальным строительством. Это были для жителей проблемы, беспокойство, потому что за какими-то справками, за услугами приходилось ездить в Сыктывдинский район. В этом случае, когда Мартыю придет муниципальное образование, городского округа Сыктывкар, то жителям будет облегчен именно все услуги, которые предоставляются на территории города Сыктывкар, в том числе и в поселке городского типа Верхняя Максаковка. В копеечку влетает жителям и автобусная поездка из Мартыю в Сыктывкар. Ведь, по сути, она считается межмуниципальной. Цена в одну сторону больше 60 рублей. Городские тарифы ситуацию должны исправить. Маршрут, уверяют пассажиры, востребован и летом, и отчасти зимой. Честно говоря, дороговато. Ну вот, если лично я бы ездила, да, допустим, для меня бы было дороговато. Сейчас очень много дачники там, как бы прописки дали им, и там оттуда детей очень много, а им же надо дойти. Человек 12 точно только с дачи вот там, с Максаковских ездят дети. Тоже они дойти надо по холоду, еще и там постоять, чтобы еще автобус сломался, если это им вообще проблема, наверное, позамерзают все, позаболевают. Проблему жители вынесли на общественное обсуждение в августе 2015-го. Тогда на сходе большинство высказалось за присоединение к городу. Граждан в поселке было собрать не так просто. В свое время мы приурочили все-таки сход этих граждан к празднику, именно к дню поселка, для того, чтобы собрать побольше людей, и кворум, чтобы у нас был, и все-таки состоялось вот это обсуждение. Присоединение к городу для жителей во многом еще и надежда на то, что поселок оживет. Сегодня здесь нету ни газа, ни канализации, ни водоснабжения. Мечтают местные жители о том, чтобы сделать поселок более красивым, благоустроить его, например, построить детскую площадку. Сегодня в поселке зарегистрировано чуть больше 100 человек. Их пожеланиям, обещают городские власти, с окончательным присоединением к Сыктывкару уделят должное внимание. Сейчас же главное довести до конца работу с документами. Эта задача лежит сразу на 2 администрациях. Как можно быстрее уточнить все то, что необходимо доработать, и буквально на ближайшую сессию, она состоится 28 февраля, вынести этот вопрос для окончательного принятия. Этот законопроект в установленном порядке должен внести у нас город Сыктывкар. Так что поздравить с новосельем жителей Мартыю можно будет совсем скоро. Статус горожан должен сделать их жизнь значительно проще. Любовь Филиппова, Олег Костромин, телеканал Юрган.